Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня очередной эфир с Джамбулатом Сулеймановым, который проживает во Франции. Как я раньше представлял, он является участником Первой и Второй российско-чеченской войны, является историком. И мы продолжаем тему насчет Украины, насчет событий, а также в контексте, так сказать, чеченского, либо, возможно, где-то кавказского участия во всех этих событиях. Это очень важная тема. Кстати, раньше эфир мы проводили, если вы смотрите этот эфир на моем YouTube-канале «Мысли Ислама», то ссылка на прошлый наш эфир будет где-то наверху, либо в описании. В описании также, а также в прикрепленных комментариях вы найдете ссылки на YouTube, Facebook и Instagram канал Джамбулата Сулейманова. Переходите, подписывайтесь. Также прошу подписаться на этот канал, поставить лайк. Помогите вывести это видео в топ. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Итак, Джамбулат. Кстати, я хочу воспользоваться случаем поблагодарить за ссылки, которые ты дал в тот раз на тот наш общий эфир, и за то, что продвигаешь мои каналы. Тоже спасибо. Это стандартно, это классика у меня, так сказать. Я люблю продвигать каналы тех, с кем я общаюсь. Итак, ситуация в Украине. Мы говорили о блицкриге, о том, что Киев там возьмут, не возьмут. На сегодняшний день Киев не взят. Россия даже где-то идет на переговоры. Твоя оценка нынешней ситуации, Давай, тебе слово. В общем, тогда давай вернемся к тому, что мы говорили в прошлый раз. Вообще ситуация выглядела изначально так, как посмеют ли многие говорили, что Путин не начнет атаку, такую полномасштабную атаку на Украину. Очень. Это у нас эхо, от меня идет эхо, или от тебя, я не помню. Как-то кажется, звук. Неважно, говори, сейчас это вряд ли изменить. Да, в общем, были у многих обозревателей политических, у многих блогеров были вообще опасения, то есть они не верили, что сама атака такая полномасштабная возможна на Украину. В частности, я был одним из тех, кто не сомневался, что война начнется, но мне все-таки казалось, что Путин не потерял окончательно благоразумие, что он начнет просто медленно продавливать, будет как-то более форсированно и дальше проводить эту гибридную войну с признанием ДНР, ЛНР, что он войдет только в эти две республики и будет продвигаться до границ Луганской и Донецкой областей, как бы первым этапом. А дальше уже по обстановке он мог найти какие-то другие поводы, другие причины, дальше продавливать Украину, скажем, до Днепра, до такой естественной границы, за которой обозначают условно-историческую область, Новороссию они называют. То есть мне это виделось приблизительно под мыслей таким. Но оказалось, нет, был сделан акцент, была сделана ставка на такую, шапкозакидательскую политику, так скажем. Закидывают ракетами военные части, аэродромы и войска, вот как ты назвал, блицкриг, они маршем идут на Киево. Украинцы с цветами встречают русские войска. Вот была сделана ставка на такой сценарий, и это говорит о том, что насколько Путин и его окружение, они оторваны от реальности. Что за эти минувшие 8 лет не то чтобы не улучшилось отношение к России в Украине, а напротив, это стало намного хуже, чем до 2014 года. То есть не понимать элементарно этого, я не знаю, до какой степени оторванности от реальности нужно дойти. Это очень сильная характеристика тому, что происходит вот в окружении Путина и в нем самом, его видении мира, так скажем. Вот это первая такая оценка. Есть такие обозреватели, скажем, я назову Максим Шевченко, он вообще хотел видеть в этой войне, начавшейся войне в Украине, какой-то экзистенциальный смысл российской политики, которую там никак не найти. Там можно найти только сумасбродство и безумие, я не знаю, то есть сумасбродство обезумевшего политика мирового масштаба, так сказать. Только это я вижу в этой войне и в этих действиях. Это вообще приблизит мир, приблизит к ядерной войне, какой может быть в этом экзистенциальный смысл. Но он, как такой последовательный противник западных ценностей, и мы не скажем, что мы являемся сторонниками всех вот этих западных ценностей. Нас привлекает в
определенные ценности, и нам неприемлемы другие ценности. Да. И в этой ситуации он как, ну, человек, который живет этой борьбой, ему хотелось видеть это даже через ядерную войну, чтобы был разрушен старый порядок и какой-то новый порядок построить. Но что может Россия такого экзистенциального предложить человечеству, что вот, разрушив этот мир? Это что же, вот, в каких границах, в чем это выражается? В каком-то социальном государстве, которого, в принципе, никогда не было в России. Тот же Советский Союз, он фигурировал, он сам себя позиционировал как социальное государство. Да, там были какие-то социальные программы, но это же был тоталитарный режим. Это было... то есть, вот это очень удивительно. Но сегодня, по происшествии недели, вот, о которой мы сейчас собираемся говорить, нет, Шевченко поменял свое мнение. Он говорит, что вот, он зауважал тех людей, которые, я уже не помню название населенных пунктов Украины, где отказались люди зайти в городское собрание и вести работу под дулами российских автоматов. Вот он выразил свое почтение к этим людям. Такой, я не знаю, вот как можно так быстро менять подходы. Да, он может как человек уважать именно этих людей, но так быстро, в течение нескольких дней менять подход вообще к таким событиям, глобальным событиям, как война, которая началась в Украине, вот это немножко для меня удивительно. Были и наши политики, в числе был Ахмед Закаев, который говорил, что никогда Путин не посмеет влезть в эту войну, а следом потом заявляет, что мы готовы собрать там какое-то огромное количество добровольцев. В общем, вот эти шатания. Поэтому я в тот раз говорил, что не люблю никаких вот этих предсказаний. Мы можем прогнозировать, мы предполагаем, располагает только Бог, располагает Аллах. Просто мы оцениваем ситуацию, и мы можем наши цели ошибаться. Но мы просто, каждый из нас держится своей политической линии, своего политического видения. Вот и все. И что было сказано, что у меня было пожелание, просто пожелание Владимиру Зеленскому выстоять неделю, что даст им войти в вкус в этой уже ставшей неизбежной войной. А неделя войны даст им выдержку до месяца войны. Если выдержит месяц войны, все, Россия завязла в этой войне. Это будет совершенно иной результат тому, который предполагался. Ну вот слушай, уже было сказано, что около 75, я не знаю, насколько это правда, 75% российских войск было введено уже на данный момент на территорию Украины. Как ты думаешь, правда это или нет? Я не располагаю подобными данными. Я слушал одного украинского блогера, который сказал, что это было на третий день войны, что введено всего 20% российских войск, которые они вот перед войной они долго, скрупулезно изучали весь список подразделений, которые стягиваются к украинской границе. На третий день было озвучено 20-30% от войск. То есть еще ударные силы, какие-то ударные резервы еще не введены в действие. Ну, я, скорее всего, склонен верить именно этой информации. Потому что первый вот этот блицкриг, он намечался вот именно такими масштабами, скажем, 20-30%. Резервы в любом случае, вот, по логике военных, должны удерживаться какие-то более значительные силы для решающего удара, если план А, так скажем, не удастся. Но это логично. Но мы знаем, что да, это с точки зрения логики. Но мы знаем, что есть рациональные решения, которые мы видим и в высшем руководстве России. Знаешь, они возможны и в военном руководстве. Так что возможно все, возможно вывели и 70%. Логично было. Слушай, они же вводили эти войска, очень многие сравнивали, кстати, с первой российско-чеченской войной, что они взяли просто напролом решили пойти, как да. За 2 часа. Сценарий один к одному похож, да, в первую войну, что они хотели вести там 1-2 бригады и нахрапом взять столицу, взять президентский дворец и этим закончить войну. Да. Да. Сегодня мы наблюдаем в Украине подобный сценарий. Кстати, там были, сегодня также прошла информация, что сегодня кажется, что был уничтожен отряд, элитный отряд кадыровцев, который был, перед которым была задача убить самого Зеленского. Ты слышал это? Сегодня прошла такая? Нет, я этого не слышал, но это вполне себе ожидаемо. Ну, с кадыровцами мы поговорим отдельно, потому что... Да, конечно. Это отдельная тема, важная на сегодня. Да. Что скажешь по переговорам? Прошли переговоры в Белоруссии.
пришли к выводу такому, вот, что я понял, по крайней мере, столько часов они там сидели, и итог был один. Мы решили поговорить на такие-то темы, а когда поговорим, потом поговорим. То есть не было даже назначенный день, когда будут разговаривать на какие-то темы. Вообще бессмысленная, как по мне, встреча. Ты что Да, по мне тоже переговоры абсолютно бессмысленные. Причем в ситуации, когда первая атака захлебнулась, как бы первая волна атаки захлебнулась, в этой ситуации, можно сказать, проигравшая вот этот первый раунд сторона делает ультимативные заявления. Это демилитаризация Украины, это Украина как неблоковая страна. То есть им говорят, тебя бьют, а ты говоришь, разоружайся. Да. В общем, вот такая ситуация. С Вициным был, с Георгием Вициным, какой-то фильм был, я согласен на ничем, говорил, какого-то... Да. Абсолютно подобная ситуация. Да. И смотри, мы видим огромный, колоссальный санкционный вот этот список, который поражает Россию. Сейчас хотят взять Украину в Европейский Союз, то есть они уже являются кандидатами, более 600 этих депутатов или как-то они проголосовали за, то есть в любой момент Украина может стать частью Европейского Союза. Мы видим санкции конкретные. Там Путину запретили въезжать во многие страны, Лаврову запретили, Пескову запретили. То есть, как ты думаешь, вот у меня такая мысль возникла, станет ли Россия второй Северной Кореей? Она вот после того, как перешагнула границу Украины, она вышла на этот шаг, однозначно. И проблема в том, что обратного пути нету уже для Путина. Вот в чем. Скажем, вот опять возвращаясь к нашей той передаче, у меня был прогноз, что Запад не сдаст Украину. Некоторые мои оппоненты говорят, что нет, блок НАТО не вступит никогда на территорию Украины. Это было понятно. То есть, когда я говорю, что Запад не сдаст Украину, это вовсе не означает, что натовские войска войдут в Украину и вступят в открытые боестолкновения с российскими частями. Этого не подразумевалось. Я имею в виду, что когда я озвучивал факт, то есть почему выводили войска с Афганистана, ситуация на востоке Европы, Восточной Европы, она становилась такой угрожающей для западного мира, для коллективного Запада. И когда ситуация начала накаляться в Украине, это было очевидно, что войска переброшены для более значимой какой-то операции. Поэтому я был уверен, что Запад не сдаст Украину. Сегодня мы это воочию видим, что Запад не готов сдать Украину, понимает, чем это грозит для него. И в этой ситуации вполне себе будет логично, что, конечно, не будут начинать каких-то открытых военных действий против России натовские войска, но могут признать Украину, то есть ситуация, она будет идти по нарастающей. И обеспечение оружием. Может быть, сегодня добровольцы, специально добровольцы Европы не будут только как бы нелегальные. Может, завтра какие-то страны даже издадут какие-то законы, которые позволят их гражданам уже на официальной такой, на законодательной основе принимать участие, как добровольческие, конечно, войска не ведут, но вот добровольческие отряды могут формироваться вполне себе официально, это вполне возможно. Вот Зеленский объявил о том, что каждый может приехать как доброволец из всех стран, нужно просто пойти в посольство своей страны, то есть в посольство, украинское посольство, и там ему дают зеленый свет, там объясняют, как и так далее. Очень много людей из различных стран туда едет. Единственная Англия, если не ошибаюсь, Великобритания, она запретила своим военным ехать туда в качестве добровольцев, опасаясь, что Россия может это воспринять, оценить как нападение Великобритании. То есть им запрещено. Но обычные люди туда могут ехать, и это как-то... А Зеленский об этом официально попросил, он сделал, как бы, он объявил это. Ислам, ситуация какова, что сегодня путинская власть, путинский режим столкнулся с тем, что вот он перешагнул ту линию, ту черту, которую получил против него весь цивилизованный мир. Вот в этом проблема. И вот по итогам войны, недельной войны, что можно сказать? В общем, президент просто молодец.
Зеленский. Достойно. Зеленский, просто молодец. Достойно. Все вот эти обвинения в том, что КВНщик, мы все это видим. Я это не так говорю, подождите. Да, человек не обязательно должен махать дубинкой и там какие-то воинственные заявления, пускай вот, проявит себя. Он себя проявил наилучшим образом. Он даже общем, город не покинул. Киев. Город не покинул. Респект президенту Украины. Действительно. Это первое. Вот следом, смотри, Ислам, следом, что важно. Армия, да, армия не та, что была в 2014 году. Армия сохранила порядки. Если где-то отступает, сохраняя порядки. Наносит ответные удары. Но самый верный расчет это был с учетом опыта 2014 года, когда добровольческие батальоны имели решающее значение в противодействии так называемым донецким партизанам. Вот этот акцент на территориальную оборону, он был верный. Вот сегодня мы в этом убеждаемся, потому что те колонны, которые мы видим разбитые в городах, в окраинах городов, это все работа бойцов территориальной обороны. Они мотивированы, может быть, где-то мотивированы даже, чем регулярные войска. И все это мы видим, что нет, Россия столкнулась с тем, что в Украине она встретит именно такое народное сопротивление. То есть это для Украины сегодня отечественная война. А это уже стопроцентная гарантия того, что война затянется. Если даже Россия удастся достичь каких-то военных успехов, она завязывает. Это уже она перетечет в партизанскую войну. Да. Это уже вот сегодня мы видим признаки этого. И это говорит о том, что Россия уже все, она, каким бы она ни вышла из этой войны, победителем, проигравшим, она себя как страну, и сам режим, сам себя не потеряли. Да. Тем более Запад полностью снабжать партизанские отряды. Да. Ну, еще хотелось бы отметить еще такую одну особенность российской армии. Мы чеченцы, на себе это давно. То, что сегодня украинский народ проходит, эти этапы развития вот этих событий военных, мы, чеченцы, на себе это пробовали уже более 20 лет назад. Мы знаем, что первые военные неудачи, они Россию, то есть российских военных, это не остановит. Если не остановит, если не будет политического решения, поражение в первом сражении, так скажем, в первых боях, военные не остановит. Потому что из опыта даже Второй мировой войны, из других войн, которые вела Россия, мы знаем, что жертвы человеческие, потери, военные втяники, они не остановят военное руководство для продвижения дальнейших своих военных планов. То есть сегодня я ожидаю, вот мой прогноз, что дальше, отвечаю на вопрос, я ожидаю, что будет какая-то перегруппировка и будет новая волна, более ожесточенная волна второй атаки как бы со стороны российских войск. Если не будет, при условии, если не будет к тому времени достигнуто какого-то... То есть если какие-то внутренние проблемы России или же давление внешнее не заставит принять какое-то политическое решение, военные на этом не отступят. И сами бомбежки уже мирных кварталов, которые раньше не производились, надежда на то, что украинцы как бы доброжелательно встретят российские войска, то, что начались бомбежки мирных кварталов, уже говорит о том, что будет предпринята вторая волна атаки, может быть, более ожесточенная, более зверская по отношению к мирному населению. Вот я ожидаю в ближайшее время вторую волну. По примеру, у нас вот с 31 декабря на 1 января 1995 года и по 6 января ушла вот эта первая волна атаки. Была уничтожена Майкопская бригада. Были где-то соразмеримые жертвы, как сегодня за эти первые 5-6 дней в украинской войне. Это где-то 1500-2000 убитых и около 3000 раненых с российской стороны. 300 единиц бронетехники сожжено, 4 самолета сбито. В одном городе Грозном были где-то сопоставимые потери. Может быть, а сегодня уже на этот день чуть больше этих жертв. Но первые дни они были у нас такие. Если бы после таких потерь отступали бы, тем более это был не режим Путина диктаторский, тогда еще все-таки Ельцин был президентом. То есть там ситуация политическая была немножко другая. Но при этом нет, генерал Рохлин, он не вел каких-то активных боевых действий, он закрепился в одной части Грозного. Я не использую вот это то место, где он закрепился, за плацдарм, они начали вторую более мощную, такую последовательную, планомерную атаку, захватывая квартал за кварталом, с большими потерями, с
с трудными боями, но все же они продвигались. То есть русская армия, она будет, значит, продвигаться дальше. Возможно, она захватит какую-то часть Украины. Ну, что бы ни сделали, уже сегодня, очевидно, признаки краха, как военного краха, так и политического краха. Сегодня они уже очевидны. Вот у меня такой как бы анализ. А вот смотри, на территории России мы видим, как тоже некоторые люди выходят, были такие, можно сказать, в некоторых городах стихийные митинги, люди выходили, говорили «нет войне» и так далее, их начали разгонять и тому подобное. Будет ли в России восстание? Возможно. Мы не можем, как я уже говорил, что я не люблю вот эти предсказания. Ну, прогнозировать теоретически, да, это возможно. Потому что до сих пор, если, скажем, Болотное разгонялось, если другие, все это было неудачно, не было тех условий, которые сегодня создали буквально на наших глазах. Создается вот весь калейдоскоп, политический калейдоскоп России, он кардинальным образом изменился с начала этой войны. Поэтому я все считаю возможным. Возможен и переворот государственный. Возможно, и какие-то волнения народа. Все возможно. Вот смотри, ты сказал, что Россия идет к тому, чтобы стать второй Северной Кореей. Но вот смотри, Северная Корея – это мононациональное государство, где, так сказать, власть может держать контроль над населением. Россия является многонациональным государством, где есть Северный Кавказ, который всегда славился своим бунтарским характером, так сказать. Да. Все-таки, вот как по мне, до конца она не сможет стать Северной Кореей, потому что она не сможет, Россия не сможет так контролировать все это, как там. Потому что Кавказ, он, я думаю, вот ждет вот этого момента, чтобы заполыхать. Как ты думаешь? Я не думаю, что сегодня именно на Кавказе возможен какой-то такой бунт, который будет иметь успех и будет влиять на дальнейшее развитие событий в самой России. Скорее всего, как раз-таки наоборот, бунт возможен в центре самой России, это в Москве, я не знаю, такие главные города Питера. И только успех в столицах, так скажем, России может позволить кавказцам как бы выразить свой протест. Кавказ вообще особый регион России, в котором сосредоточено такие количество войск, причем элитных, какого нет на других частях. Но даже такой перспективный в военном плане, такой более охраняемая часть России, западная часть России даже не содержала столько войск, как на Северном Кавказе. Поэтому я думаю, что такой сценарий невозможен. И тем более, если мы имеем в виду Чечню, как пост, не знаю, как ядро кавказского сопротивления, Чечня, она задавлена обществом. Но это тема, когда мы начнем говорить по кадыровцам в Украине, я как понял, сегодня у нас намечается эта тема, я, наверное, выражу, какая ситуация на самом Северном Кавказе. Ну вот смотри, Кавказ, ты сказал, мы говорили про фронтовую войну, и мы видим, что фронтовая война это не то же самое, что партизанка. Фронтовая война сегодня с помощью этих беспилотников, они уничтожают целые отряды, целые подразделения просто в считанные минуты, без какого-либо сопротивления. Просто несколько ракет решают вопрос, так сказать, в пару секунд. На Кавказе у нас нет возможности, чтобы вести фронтовую войну. Но если, допустим, теоретически там возобновится партизанка, она сегодня выживет? Сегодня, к сожалению, нет никаких... То есть нет плацдарма для начала ведения партизанской войны. Для меня вот это очевидно. Мы не понимаем, что у нас в Чечне и на Кавказе все начиналось не с партизанской войны, все начиналось не с каких-то обреческих действий или бунтов. Напротив, все начиналось с волеизъявлений чеченского народа, с того, что были оглашены политические цели. Был захвачен именно такой политический плацдарм. И вот это противостояние вот этих политических целей чеченского народа и Российской Федерации привело в итоге к войне, а сама война, она постепенно стеклась в такое партизанское движение. И вот возможно ли обратное действие по тому же принципу, скажем, партизанская война переходит в масштабную войну и провозглашение. Мне это так не видится. Почему? Я думаю, что
Ну, потому что я не вижу сегодня... Вот смотри, если так, по аналогии судить, человек истерзан долгими годами, я не знаю, какой-то борьбы, попал в плен, его дополнительно избивали, потом посадили на цепь, и вот он должен восстать. Как ты себе это представляешь? Ну так, образно, потому что если один человек, это легче представить, чем ситуацию Мы же сегодня. знаем, слушай, мы же знаем такие моменты в истории, хотя бы классический пример того же Спартака. Но движение Спартака, у него не было политических целей, они просто хотели уйти из своей страны, это несколько разные это вещи. было восстание рабов, можно сказать. Да, это было восстание рабов. Да. Вообще, я считаю, что в России корейский сценарий невозможен по несколько иным причинам, а не потому, что есть такой регион, как Кавказ, это любил. Сам российский народ, он все-таки отличается от корейского народа. Да, при том, что есть в русском народе, так скажем, так, в ядре российской государственности сочетаются такие противоречивые качества, как азиатские и европейские, при этом все-таки русские, они же не народ азиатской ментальности, такие как корейцы, где вот абсолют правитель, он доведен до, я не знаю, до абсурда, такого нет. Тем более, как ты уже отмечал, что сама Россия, она многонациональна, многоконфессиональна и сочетает в себе очень много разных вариаций. Просто это все придает более гибкость, придает этой системе. И самое главное, мне кажется, что русские, ощущая и, в принципе, являясь частью европейской цивилизации, европейской культуры, то есть все именитые, то есть то, что делают русскими, такие писатели, как Тургенев, Пушкин, Толстой, это все же, это же такие шедевры европейской литературы, а не, скажем, не китайской, не персидской. По факту это европейский народ европейской цивилизации, так скажем. И само мировоззрение, мышление, конфессия христианская. Сегодня я не вижу, что русский народ он готов отказаться при всем том, что сегодня и, как я говорил, и Шевченко, и какие-то другие там Дугин хотят видеть в России какой-то философский смысл какой-то отдельной цивилизации, какой-то отдельного особого пути. При всем при этом уже прочно, начиная с Петра I, Россия, она вошла в цивилизационное поле Европы, и я не вижу даже в самом русском народе такого особого рвения. Да, есть вот это обозначение себя каким-то вот отдельным народом, но все-таки в таких рамках европейской цивилизации. И то, что сегодня Путин хочет как-то вырвать их оттуда, вот это, мне кажется, не имеет такого глубинного восприятия самим русским народом. То есть, если это не легло как бы на душу народу, это, в принципе, не будет иметь входа в практику. Мне вот кажется, что тот же Шевченко, тот же Дугин, они пытаются вот этот классический образ, да, о котором ты говорил, там, Тургенев и так далее, они пытаются насильно сравнить с нынешней политикой России. Понимаешь, то есть это, как по мне, два разных вообще момента, две разных вещи. Потому что Путин не восстанавливает Россию именно в этом в духовном ее виде. В литературном ее, в классическом духовном виде, он ее не восстанавливает и вообще не идет по этому направлению. Ислам, Путин вообще противоречивая личность. Он вроде бы восстанавливает Советский Союз, но и он явно не советский генсек. Он вроде бы восстанавливает Российскую империю, но он явно не российский император. То есть это очень противоречивая личность. Это то, что надлежит как бы изучению, это самый вопрос надлежит изучению, что само по себе представляет из себя феномен Путина. То есть все те месседжи, которые задавались им в самом начале пути, они давно как бы зашли на нет. Сегодня то, что он делает, это абсолютнейший абсурд. И то, что Шевченко хочет, его действия видеть, то, что ему, как хотелось бы видеть, это тоже такой, я не знаю, когнитивный диссонанс, когда вот все это концы не сходятся с концами. Да. Вот, да. А вот смотри, теперь еще вот один момент насчет европейцев. Опять возвращаясь к поддержке европейцев России. Я вот смотрю на это, если бы у нас была хотя бы 10% той поддержки, которую сегодня весь мир, европейский, западный мир оказывает России,
Как ты думаешь, мы бы победили или бы нет? Или нет? Ислам, ну тут вопрос, ответ на этот вопрос, он очевиден. Мы же по факту победили в Первой войне, но потом мы оказались брошены миром на произвол судьбы. Сегодня об этом не говорят, потому что это стыд этого цивилизованного мира. Во время Первой войны, когда у нас война уже затянулась на 5-6 месяцев, когда мы выдержали не первую неделю, не первый месяц, когда мы выдержали полгода войны, МВФ, это Международный валютный фонд, он выделил средства Ельцину в России с условием, чтобы они поскорее завершили войну в Чечне. Ну, это было такое, знаете, ребята, там, завершать поскорее вот этот беспредел, мы не можем на это как-то смотреть, как там умирают люди. То есть вы убиваете побыстрее и заканчиваете. То есть нас бросили на откуп в России. Почему? Почему сегодня Украине помогают, а нам не помогали? Ну, ответ на этот вопрос, он многозначен. То есть там нет такого однозначного этого. Поэтому там очень много комплексов. Там очень много фактов. Во-первых, мы все-таки не украинцы, мы не европейский народ, так скажем. Культурный фактор. Культурный фактор однозначно есть, цивилизационный фактор однозначно присутствует. Плюс присутствует момент геостратегии, геополитической выгоды. То есть из-за Чечни ссориться с Россией, которые вот только вчера с ней они были в состоянии холодной войны, и как-то злить Россию из-за какой-то Чечни, когда она преследовала свои интересы освоения высвободившихся территорий Восточной Европы, это Югославия, это Албания, следом проблемы на Ближнем Востоке. То есть она себе тем самым, оставив нас на откуп России, она себе развязывала руки для действий других каких-то стратегически важных для нее районов мира. Потому что, опять-таки, это было несколько цинично, потому что там все вот эти декларативные заявления о ценностях, человеческих ценностях, это все-таки оказалось, на практике это оказалось не столь... То есть это не столь ценно для них. Не столь ценно для них. То есть, опять-таки, вот это... Она просто... США, как бы, лидер западного коллективного Запада, она руководствовалась своими собственными интересами. Вот некоторые вот эти вопросы, которые озвучивает российское руководство относительно Запада, они же в этом правы все-таки. Но дело в том, что... Какие вопросы? Ну, в том, что есть двойные стандарты в американской политике. Вот в этом они правы. Они есть. Они декларируют одно, а делают другое. То, что было на Ближнем Востоке. Но при этом Россия ничего взамен не предлагает, не в состоянии. Да, это да, это да. Вот что касается, давай все-таки сейчас перейдем к кадыровцам, мы уже где-то полчаса с лишним этом. По всему миру, в особенности в Украине, мы видим, как туда приезжают кадыровцы, и все их почему-то не называют российскими войсками, а вот выделяют, есть российские войска, и есть вот эти бородатые страшные чеченцы, которые приезжают там убивать украинцев. По сути дела факт, да, они приезжают, убивают, и они являются врагами, да. Но почему вот выделяют именно чеченцы, почему говорят? Почему не говорят российские войска? Самое интересное, не только Запад так не делает, но даже либеральные российские СМИ, такие как вот эти там Навальный, вот, политики вот, и так далее, они тоже, вот, дождь, мощь и так далее, они говорят российские войска и чеченцы. Вот чеченцы идут, убивают. Почему так? Ислам, но в том-то и дело, что это именно с подачи России, вот этот продукт, вот это клише, оно подано, то есть вот это блюдо приготовлено, подано России, российскими СМИ, и ставлено уже западными СМИ, ну и украинскими обывателями, так скажем. Зачем тогда? Вот вопрос, зачем тогда? Мне кажется, есть две причины для этого. Первая причина, то есть тот первый план, по которому надеялись на Блицкриг, именно в этой системе им предназначалась цель такого, я не знаю, такого мачо, такого грозного, разрекламированного войска, который идет и лучше не сопротивляется. Вот. То есть первая цель была такая, если удастся Блицкриг. А вторая задача, если он не удастся, если все-таки эта война как-то приобретет плачевный для России списать все на них.
Через 15-50 все назовут чеченцев. Это, в принципе, сегодня происходит. Сегодня говорят, что напали вместе с российскими войсками Белоруссия и чеченцы. Вот представь себе, Белоруссия и чеченцы. Чеченцы, что отдельно независимое государство, у него есть свое политическое руководство, которое принимает решение идти войной на Украину, этого всего же нет. Российские войска сегодня, вот мы видели пленного бурята, буряты, все национальности России. Трофейного бурята. Трофейного бурята. Да, трофейного бурята и там боевого бурята, как это называли. Но мы не издеваемся над бурятским народом, это вполне себе народ с такой историей, замечательной историей. Это часть монгольского народа. Мы знаем, как перевернули мир монголов в свое время. Ну, там также есть и трофейные чеченцы, и трофейные ингуши. Да, там есть трофейные чеченцы, там есть удобрения, кадырское удобрение есть. Все это есть. То есть я хочу сказать, что украинцы, вот я хочу свою позицию знать, что украинцы имеют полное моральное право убивать с чистой совестью, убивать всякого, кто пришел на их территорию с оружием. Кто бы им ни был. Кто бы им ни был. Пускай, вот сегодня у нас такое, они не настоящие чеченцы, мы настоящие чеченцы, все мы чеченцы. Но если они чеченцы, как бы они назывались, кадырцы, пришли на территорию Украины с оружием, они заслуживают того, чтобы быть убитыми и остаться в этой земле. Так же, как, к примеру, и русские, которые сегодня являются сторонниками Путина и противниками Путина. Правильно? Да, совершенно верно. Это одна сторона. То есть в этом смысле винить украинского обывателя мы не можем. Вот для него, тем более, кто виноват? Мы сами разрекламировали, вот построили там 10 тысяч центральной площади Грозного. И с этой точки зрения понять украинского обывателя и даже тех же блогеров можно. Но с другой стороны, украинцам все-таки придется понимать тонкости этого вопроса. А они очень такие, они глубокие, они сложные. Вот. Нужно понимать, что чеченцы, то, что сегодня на себе испытывают украинцы, испытывали на себе очень давно. И мы также хотели понимания мира, нашей ситуации, но мы не нашли тогда отклика ни в том. И в том же, те же украинцев. Но сегодня мы этим не попрекаем. Но у нас же были украинцы, которые к нам приезжали, добровольцы? У нас были украинцы в первую неделю войны, насколько я помню, Суна Унсо и этот тот же Сашко. Но они, когда начались вот эти уличные бои, мы не принижаем и не возвышаем, мы отдаем то есть то, что сделано, это было. Так же, как сегодня там есть два чеченских условно батальона, они до батальона не дотягивают, мы это понимаем. Больше это имеет политического смысла, чем такого значения военного характера. Но, скажем, у миллионного чеченского народа все-таки вот этот вклад, он намного более, чем тот вклад, который был внесен когда-то украинцами вот в войну в Чечне. То есть это несоизмеримо, во-первых. Я к чему это говорю? Мы тогда столкнулись с такой проблемой, вот именно путинский режим, он зарождался в Чечне. С того, что мир смотрел на это сквозь пальцы, он зарождался в Чечне. И сегодня, когда этот народ унижен, когда он завоеван, когда он унижается всячески и морально, мы же видим вот все вот эти захваты заложников, родственников, это извинения перед Кадыровым. В этой ситуации спрашивают чеченцев морально, почему вы здесь, в Украине, вот, что чеченцы сегодня могут? Еще другой вопрос я слышал, а почему чеченцы не восстанут? В принципе, история сегодня с нами прозвучала, можем ли мы восстать? Вот опять мы возвращаемся к этому вопросу. Мы сегодня никак не чеченцы, сегодня никак не могут восстать. Напротив, чеченцы сегодня с надеждой смотрят на Украину, на украинцев, на украинских героев, которые сегодня могут дать нам шанс уже как бы вернуть свое, то, что нам полагается по закону, скажем. Ну вот смотри, в рамках отношения к чеченцам, я тебе говорил, да, что мы здесь беженцами занимаемся, здесь около 400 тысяч украинцев только в Польшу переехало, перешли границу, и среди них много людей, которым просто некуда идти, и здесь многие занимаются, что здесь 10 сюда, 20 сюда и так далее. Здесь наши ребята, наши братья, так сказать, вчера 25 человек определили, сегодня там где-то 8 человек определили. И мы сегодня поехали на вокзал, чтобы встретить одну семью.
И мы ждем эту семью на вокзале. И там двое чеченцев подходят к нам, он видит, что мы на чеченском разговариваем. Они тоже из Украины приехали, они с нами там стоят, разговаривают. У одного из них глаз подбит. Глаз подбит, и он говорит, и он рассказывает. Короче, его украинцы прессанули на территории Украины. Он ехал, его спросили, видимо, поняли, что чеченцы, и начали его бить прикладами, его начали избивать. Потом они как-то позвонили вот тому батальону, да, от имени шейха Мансура и так далее. Оттуда сказали, что вот это наши люди, то есть это не кадыровцы. И те, извинившись, мол, попросили прощения, и их отпустили. И эти сейчас приехали сюда, они сейчас уехали дальше в Европу. То есть просто видят. Они, кстати, вынуждены были как-то они не военные, то есть они туда не воевать поехали, а это обычные люди, которые домой ездили и так далее, и сюда приезжали. Это обычные люди. И они были вынуждены, то есть, так сказать, скрываться. То есть настолько сегодня кадыровские вот эти люди, они отравили, испортили отношение к нам. Во всем этом мире. Во всем этом мире сегодня, когда слышат кадыр и чеченец, то ассоциируют его с каким-то врагом. Как нам этого избежать, есть ли вообще шанс, что мы как-то очистим, так сказать, свое имя? Смотри, Ислам, вот другой пример. Здесь во Франции врач не принял чеченскую семью, которая несколько лет, вот здесь такая система медицины, что называют генералистом, это такой семейный врач, говорят в переводе, как такой врач общего профиля, который переназначает к другим врачам. И он знал эту семью, знал, что это чеченская семья. Они вчера буквально в городе Эвре под Парижем обратились к врачу, он их не принял. Вы вот, ваши кадыровцы напали на Украину, видать, этот врач имел то ли симпатии к украинцам, то имеет украинские корни, здесь во Франции много таких. И вот такие последствия имеют вот, действия кадыровцев там, в Украине. Все это печально, но этот врач нарушил вообще врачебную этику, это подсудное дело, ну, такие инциденты. Но мы сейчас не говорим именно об этом враче или именно об конкретных украинцах, мы говорим о том имени, да, о том имидже, который создали нам сегодня кадыровцы. Вот этот Кадыров, который вякает по всякому нужному и ненужному поводу, строит из себя какого-то пехотинца, героя и, по сути дела, уничтожает цвет, так сказать, нашей нации. Посмотри, сколько молодых ребят, здоровых, так сказать, подтянутых, обманутые этим режимом, то есть психически, идут туда и погибают там сотнями, погибают там, их разрывают, их сжигают этим беспилотниками и так далее. И мы видим, что Кадыров, не имея в себе ни стыда, ни совести, заявляет, что погибло только 2 и ранено только 6. И мы видим также настроение в обществе, что очень много распространяется аудио, где матеря, где женщины начинают плакать, мол, вот мы пережили 2 войны, теперь столько людей абсолютно бессмысленно погибает. Не будет ли это причиной для того, что люди все-таки переосилят себя и как-то восстанут в Чечне? Ислам, в принципе, ты все изложил, мне ничего не оставил, то, что я хотел бы сказать по этому поводу. Да, вот сегодня российская вот эта система, она, вот, то, что мы обозначили как 2 задачи. Первая, она не удалась уже в первые дни. И вторая задача, сделать чеченцев козлами отпущения, она удалась, вот этой российской пропагандистской машине. Она удалась очень сильно. И мы видим эти последствия сегодня, которые рассказал ты, например, я, например, наверное, сегодня сотни по Европе. И они будут еще в последующие годы, мы будем с этим сталкиваться. И как этому противостоять, у меня нет на это ответа. Послать туда дополнительные добровольческие отряды, это тоже как-то современный вопрос не решит. У нас там уже есть добровольческие батальоны. Туда будут и так идти люди, которые желают идти. Но и, в принципе, там, вот, как обозначали наши политики, некоторые наши общественные деятели, блогеры, нет, в принципе, необходимости чисто в живой силе. Там есть другая необходимость. А политически как-то, информационно?
информационно, да, политически мы должны работать. Это уже как бы ваша работа. Вам Ну, и нужно... твоя тоже? Ну да, я стараюсь, просто я себя позиционирую не как работник какого-то информационного фронта, а больше как То, что идеолог. мы сейчас проводим эфир, это также является именно... Да, согласен. Да, согласен. Но смотри, при этом, что я могу сказать? Я не думаю, что вот именно из-за того, что погибло большое количество чеченцев на этой войне, что народ, он это послужит спусковым крючком для какого-то всеобщего восстания. Чеченцы вообще это тот народ, который не начинает войну, не будучи как-то уверен в себе, но если он начинает, то он его ведет до крайнего иступления, до самого последнего края. То есть смотри, мы видим, что Грузия в открытом противостоянии — это пятидневная война. Была вот чеченцы тогда еще в те времена, в принципе, выйдя из вчерашнего союза, из вчерашнего совка, будучи полусоветскими такими, ну и сохранившими какие-то традиционные устои чеченцами, они 20 с чем-то лет в общей сложности противостояли вот этому путинскому злу. И сегодня они, чтобы еще раз окунуться в это, для них должен быть очень сильный мотивационный повод, то есть должна быть очень сильная мотивация. Она была у чеченцев в 1991 году. Это депортация чеченцев в Казахстан и Россию. В то время, когда все боеспособные мужчины были на фронтах, когда чеченцы сдерживали Брестскую крепость, оказавшись в глубоком тылу немцев, вот это чувство несправедливости, сотворенное по отношению к ним, и которое проносилось через сердца наших родителей и передалась нам, нашему поколению, вот это все, плюс история имамата Шемиля, история многовекового противостояния российской экспансии на Кавказ, все это нам давало сильную мотивацию, сильный повод для такого сопротивления. Чеченцы, если они выйдут на войну, если они начнут, они должны быть уверены, что у них есть определенные политические цели, с которыми согласны, в принципе, большинство народа. Вот у нас, если были противоречия до Первой войны, мы были не согласны с Дудаевым, с его политикой, но когда перешли границу российские войска, все эти противоречия, они ушли на задний план, и всплыл этот весь исторический мотивационный балласт, он весь всплыл. И он зародил в народе вот такое чувство, которое дало ему такой импульс, которое дало ему возможность сопротивляться более 20 лет. Сегодня этого импульса я не вижу, я не знаю, как это объяснить простыми словами. Но вот это очень ощутимо для историка, этнолога, каким являюсь я. Сегодня я этого импульса не вижу. То есть этот заряд, он должен зарождаться очень долго, иметь какие-то очень сильную мотивацию того, что там погибнут много чеченцев, этого недостаточно. На мое мнение, этого недостаточно. Но что я могу сказать в защиту нас и для успокоения, как сидец наших украинских братьев, мы сегодня, находясь вот в этом нашем состоянии, 20 лет находившись под прессом, военным, идеологическим прессом, пройдя через жернова 2 масштабных войн, через зачистки, через бомбежки, через то, что не оказывается нам никакой помощи от мира, ни финансовой, ни моральной. То есть мы все это прошли. И по происшествию этого, что мы сегодня даже пассивно можем, чем мы можем даже пассивно помочь, это то, что Россия сегодня настолько не верит чеченскому народу, что она вынуждена в эти дни, когда идет полномасштабная война в Украине, держать 150-тысячный контингент в Чечне и вокруг Чечни. Вот эти войска, которые сегодня даже в этом состоянии мы для себя оттянули, и они не смеют оттуда. Да, всех кадыровцев туда загнали, всех чеченцев и других кавказцев туда загнали, но вот этот контингент в Чечне и вокруг нее они не трогают. Вот такова сила нашей помощи украинскому народу в ее войне против России. Ну слушай, вот это значимо, на мой взгляд, это нужно вот еще раз обратить внимание наших зрителей на это. Это очень важно. Слушай, те 10 тысяч кадыровцев, которых они там собрали, ведь это уже не является секретом, это стало ясно, что их собрали только для понтов, для показухи. Да, только маленькая часть из них была отправлена на фронт, а остальные остались. В том-то и дело, что вот это был именно пиар-ход, это была такое, я не знаю, такая спецоперация российской вот этой пропагандистской машины, что так все завернуто, что уже на полном серьезе заявляют, вот,
как будто на Россию напали чеченцы, чеченское государство, а не Россия, лично Путин. Это имело такой успех. Картинка сегодня, мы знаем, вот информационная война, она очень важна, она гиперважна в наши дни. Вот эта картинка пошла в эфир с этим построением действий, которые действительно после этого были отправлены по домам. Но все, это сегодня работает. И вот мы живем с этим, мы должны прийти. Нам остается только как-то делать то, что наша сила. И вот я опять хочу обратить внимание, даже в этой ситуации, находясь в концлагере, чеченцы сегодня в плену. Это как заключенные, над которым есть надсмотрщики из числа чеченцев, которых сегодня не спрашивают, хотят или нет, гонят туда на войну. Но при этом все равно мы умудряемся стянуть на себя 150-тысячный контингент из 900-тысячной российской армии. Вот наша помощь украинскому народу. Да. Это значимо. Хорошо. Хорошо тогда, Джамбулат, мы уже здесь час или более даже сидим. Очень интересно было тебя послушать, твое мнение. Я думаю, это наш не последний эфир, у нас будут еще эфиры, иншаллах. Да, я тоже здесь, иншаллах, еще встретимся, еще поговорим. События развиваются бурно, ислам. Нам, наверное, придется еще раз встречаться. И сегодня то время, когда я не сказал бы долги, я не считаю, что нам, чеченцам, кто-то должен. Но сегодня мы оказались в той роли, когда мы надеемся на Украину, мы надеемся на украинцев. Наши надежды сегодня связаны с украинцами. Возможно, они, защищая свою родину, также помогут нам вернуть свою независимость. Вот наша надежда связана. Ладно тогда, Джамбулат, я прошу всех подписаться на этот канал, если вы еще не подписаны, поставьте лайк этому видео, чтобы вывести его в топ. Напишите комментарии. В описании, напоминаю, и в прикрепленном комментарии будут ссылки на YouTube, на Facebook и на Instagram, и что там еще у тебя? Ну, вот на эти три... У меня YouTube, Instagram и Facebook. Вот на три эти аккаунта будут ссылки Джамбулата Сулейманова. Переходите, подписывайтесь, читайте, распространяйте. Ну, мне остается также пожелать всем нашим зрителям также подписываться, продвигать контент ислама, мысли ислама. Это как вежливость, обратная вежливость. Ладно. Благодарю, Ислам. И до следующей встречи, Ислам, тогда. В следующем эфире. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Я сейчас выключу, ты сохрани эфир. Хорошо. Все, давай.